Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. На реках Алдан и Лена образовались заторы льда. Озвучим последние данные по уровням воды. До конца учебного года осталось совсем немного. В школах Алекминского района продолжается очное обучение. Международный день музеев отмечается сегодня. Усть-Нерский краеведческий музей пополнился новым экспонатом. Затор льда образовался на реке Алдан в Кобяйском районе. По информации Якутского управления гидрометеослужбы, в устьевом участке реки Алдан сохраняется затор ниже гидропоста Батамай. Общий рост уровня воды составил 3,5 метра. На территории Алданского района наблюдается понижение уровня воды с интенсивностью от 10 до 60 сантиметров за сутки. В пределах Усть-Майского и Тампонского районов продолжается суточный подъем на 40-60 сантиметров. Отмечается редкий ледоход. Затор льда возник и на реке Лени в районе якутского поселка Кангаласы. По данным столичного управления ГОИЧС, уровень воды у гидропоста 740 сантиметров, при критическом в 1 метр. За 4 часа вода поднялась на 44 сантиметра. Отмечается, что на место направили специалистов, которые проведут взрывные работы для ликвидации затора. В Намский район прибыла бригада спасателей МЧС Хабаровского края для помощи населению при угрозе паводка. В Улусе введен режим повышенной готовности. Уровень воды составляет 255 сантиметров, при критическом 780. Подъем уровня воды в ежедневном режиме отслеживают каждые 4 часа. Население перевозят на возвышенные места. Как отметил глава села Дейцы Семен Ядреев, паводковая обстановка находится под контролем. Организован ежесуточный мониторинг. Силы и средства готовы к немедленному реагированию. Ближайшей ночью ледоход может достигнуть Намского района. Задача сегодня была поставлена, что организовать помощь в проведении противопаводковых мероприятий, помощь местным жителям, если потребуется. До 24 числа задача поставлена, а дальше будут смотреть по ходу движения реки, или дальше нас будут перебрасывать, или будем получать задачи по мере их поступления. Затонувшие суда обязали поднять из рек Лена и Яна в республике. По информации пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, затопленные суда оказывают негативное влияние на состояние ихтиофауны, а также создают угрозу безопасности плавания и причиняют значительный ущерб окружающей среде. В частности, из акватории рек Яна и Лена обязаны поднять свои суда одно физлицо и администрация Ленского бассейна внутренних водных путей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Русский драмтеатр Якутска закрыли на карантин из-за выявления случаев COVID-19. Первым заболел один артист, его анализ показал положительный результат. Коллеги из ближайшего окружения тоже сдали тест, их анализы также выявили коронавирус, рассказал директор театра Александр Лобанов. Драматический театр имени Пушкина временно приостановил свою работу с 17 мая. Приобретенные билеты на спектакли можно вернуть на кассе театра или на сайте gard.rf. На время карантина в здании театра с 19 мая откроют пункт вакцинации против коронавируса. Всего за сутки выявили 108 новых случаев коронавируса в Якутии. По данным оперштаба, в столице республики 70 заболевших. Продолжает фиксироваться большое число инфицированных в Мегино-Кангаласском районе. Там выявили 20 случаев. Еще 6 человек заболели ковидом в Вилюйском районе, по 3 в Кобяйском, Чурапчинском и Усть-Алданском. 2 заболевших выявлены в Хангаласском районе и 1 в Верхоянском. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Верхоянском улусе, в связи с чем оперативным штабам, в том числе Верхоянского улуса, определена необходимость усилить работу, в том числе и по соблюдению гражданами режима повышенной готовности, который введен на территории Республики Саха-Якутия. На 18 мая 2021 года в республику поступило 143 428 вакцин. Они все доставляются сразу оперативно с самолетов в нашей поликлинике города Якутска. И на настоящий момент проводится массовая вакцинация во всех поликлиниках как города Якутска, как Мегино-Кангаласского района. И в последующем она также будет направлена во все улусы республики для того, чтобы проводить вакцинацию. Как сказал глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев вчера в обращении граждан, мы имеем уникальную возможность прежде всего остановить заболевания всеми вместе, в том числе путем вакцинации.
Айсен Николаев поручил главам районов усилить темпы прививочной кампании. В республике растет количество тяжелых больных. Участились летальные случаи среди молодых по возрасту людей от 18 до 40 лет. Глава Якутии подчеркнул, что наиболее эффективным методом в борьбе с опасной болезнью является массовая вакцинация населения. Мы провели опрос среди якутян. Как люди относятся к вакцинации и вот какие ответы получили. Ну, я считаю, все же должны вакцинироваться. Да, не обязательно она предупредит болезнь, но она, если даже ты заболеешь, это будет более в мягкой форме. Через 3 месяца я получил первую вакцину, сейчас жду, 3 числа я должен получить вторую. И по моему желанию, мне хочется выйти на работу, поэтому я стараюсь быстрее получить вакцину, стать здоровым и работать на благо общества, как говорится. Аймиконская центральная районная больница получила новую партию вакцины в количестве 300 доз. Это препарат Эпивак Корона. Следует отметить, что население активно идет за прививкой. Только за один день вакцину получили 50 человек. Вакцинация проводится согласно спискам и записи через регистратуру поликлиники. У нас на сегодняшний день 9 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 1 ребенок. Вакцинация проходит полным ходом. На сегодняшний день осталось примерно 100 доз. Так, и в сельские кусты общим количеством мы сегодня отправляем 150 доз. По мере получения доз в Аймиконскую СРБ мы оперативно уже организуем мобильные бригады, и вакцина не задерживается, максимум 3 дня. Ну а в скором времени в России в оборот запустят 4-ю вакцину от COVID-19. Об этом сообщил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту послами иностранных стран. В настоящее время в гражданском обороте в стране находится 3 вакцины от COVID-19. Это «Спутник Ви», «Эпивак Корона» от Новосибирского центра «Вектор» и «Ковивак». В школах Алекминского района продолжается очное обучение. До конца учебного года осталось совсем немного времени. Елена Фаст подробнее о режиме работы школ. В школе Эврика звонок на перемену. У ребят последние учебные дни. Сохраняем обязательную термометрию при входе, обязательную дезинфекционную обработку, дезинфекционную всех поверхностей, каждые 2-4 часа, влажная уборка. На сегодняшний день образовательные учреждения Алекминского района работают в очном режиме. Конечно же, с соблюдением всех необходимых требований. Рады очному режиму и педагоги, и школьники. Конечно, проще на заочном. Дистанционном, как я уже ранее говорил, никто не учился. Там, если и просматривали материал, который давал учитель, то редко и очень плохо. Дистанционное обучение почти не дает ничего, и запомнить что-то сложно. И почти материал 7 класса, который изучала в конце, я не усвоила. 50 на 50. Вот. Материал мы выдадим в любом формате, убеждены учителя. Но качество усвоения не сравнить. Учитель должен видеть, как ученик воспринял информацию, которую ему дали. А все ученики воспринимают ее по-разному, разумеется. Вот поэтому и давать им тоже нужно по-разному. Поэтому давать для всех одно и то же, нет, это не обучение. На очередном заседании оперативного штаба Алекминского района приняты ряд решений по обеспечению безопасности здоровья населения. Внесли пункты об усилении работы по придерживанию всех норм эпидемического характера, по усилению рейдовым мероприятиям, по усилению контроля над соблюдением печатно-масочного режима, также по объектам торговли и местам возможного массового скопления людей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. С этого года администрация Горного Улуса совместно с Центром опережающей профессиональной переподготовки запустили проект «Пуск». В реализацию нового проекта по обучению рабочим профессиям включились 16 молодых жителей. С февраля они начали дистанционное обучение теории, затем прошли 3-недельный курс по практической части на базе строительного участка компании «Адгезия». Сегодня все слушатели получили свидетельства, далее около 30 человек начнут обучаться на каменщика и бетонщика. Все удачно сложилось. Все 16 слушателей прошли обучение, сдали профессиональный экзамен. Приезжала комиссия с города Якутска
И что примечательно, вот слушатели обучились без отрыва от производства, без отрыва от учебы, не тратили лишние деньги на проживание, на питание в городе Якутске. И за таким обучением есть будущее. Мы благодарим Министерство образования, что поддержали нас. Благодарим руководство от ГИЗИ и Центра опережающей профессиональной переподготовки за то, что вот они привнесли особый вклад в социально-экономическое развитие нашего улуса. День подснежника в Якутии празднуют с 2004 года, 18 мая. Этот праздник стал доброй традицией для якутян. Подснежник – первый цветок, оживающий после долгой суровой северной зимы. Весенние цветы обладают не только эстетической красотой, но и лекарственными свойствами. Во все времена подснежником лечили бессонницу и другие функциональные нервные заболевания. Эти цветы, как яркие декоративные растения, страдают из-за массового сбора на букеты. Сбор подснежников, занесенных в Красную книгу, запрещен. Международный день музеев отмечается сегодня. Усть-Нерский краеведческий музей пополнился новым экспонатом. Сегодня там прошел День открытых дверей. Подробности у Светланы Поцелуевой. Леонид Никитченко живет и работает в Аймяконском районе с 1976 года и давно считает его второй родиной. Человек по натуре общительный и неравнодушный, он не смог остаться в стороне от мероприятий к столетию района и решил издать книгу памяти. Эту идею я сделал для того, чтобы память о тех людях, которые принимали самое активное участие и работали здесь на полюсе холода, чтобы эта память осталась у нас на многие годы для нашего поколения, которые приезжают сюда работать. Работники музея, архива, просто отзывчивые люди с готовностью откликнулись и оказали посильную помощь в сборе материалов. С марта месяца 2020 года мы собирали информацию, чтобы издать книгу памяти к столетию Аймяконского улуса. Откликнулось очень много желающих предоставить информацию, фотографии. Со всей страны приходила фотографии, мы их обрабатывали. И вот книга готова. Как и было обещано, книга памяти передана на хранение в Усть-Нерский краеведческий музей и доступна к просмотру. Я много лет прожила на закрытом, теперь уже прииске, юбилейном. В этой книге увидела знакомые лица. Знаете, приятно сознавать, что люди, отдавшие району свои годы, силы и знания, останутся в памяти людей. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.